Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами, как обычно, Петр Цепантин, которые мы все вместе находимся в уютной гастростудии ресторана «Мусхая». Со мной, как обычно, Семен Тарбахов, мой постоянный соведущий. Семен, приветствую. И к нам сегодня пришел, не побоюсь этого слова, можно сказать, реально человек-оркестр, режиссер, певец, ведущий, композитор Александр Лукин. Саша, приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, Семен. Так, дорогие зрители. да. Вот, Саша, скажи, пожалуйста, я смотрю, ты вообще-то конкретно основательно подготовился. С собой гитара, по-моему, даже еще есть, да? Ага. Вот. Что мы будем сегодня делать? Ну, наверное, гитару в кисло-сладком соусе. Суп из топора, короче. Шучу. Сегодня я вот хочу приготовить курочку, самую простую в приготовлении, которую вот рецепт я вот узнал совсем недавно, стоя в очереди в магазине. Одна бабушка мне рассказала и сказала, что это курочка по-турецки. Это блюдо может приготовить себе, ну, прямо сейчас можно приготовить. Вот если телезритель увидит, Чуть-чуть повтори, у него ровно так же получится. Да. Тут ничего такого сложного не надо, много ингредиентов не надо. Нам нужна только курочка Она у тебя есть? и килограмм соли. И Немного? получается прекрасное блюдо. Нет, вот я сейчас покажу, как все это делается. Нужен противень. Противень у нас есть. Так. Так. Чуть-чуть вроделись. Давай зелень пока уберем, наверное. Зелень, по-моему, для этого. Масло растительное? Масло растительное не надо, вообще ничего не надо. Вообще Только соль и курочка. Курочка, ну а все это остальное это потом, да? А блюдо-то у нас само готовится в духовке, поэтому чтобы просто так не стоять, я, наверное, еще буду Мы приготовлю салатик. разбавим время разговорами и все Да, прочее, да, и да. салатик еще будет, да? Ничего сложного, берем, насыпаем соль в противень. Очуметь. Да, всю. Мне такое ощущение, что много, ну ладно. Не, все. А потом на нее наложим курочку. Курочка, она при приготовлении сама впитает соли, сколько ей надо. Да. Ага, Ни больше, ни меньше. Блюдо, казалось бы, действительно очень простое, да? То есть ты, получается, очень хитрый человек. Да, так, Ну. очень простое. Берем, Так. готовим матрасик соляной такой для курочки. Вот примерно так, чуть-чуть сугубо. Получается, до этого пробовал, да, уже делать? Да, я вот дома практически всегда курочку только так и едим. Так, берем. Так, давайте курицу мы подготовим, да, для приготовления. Мы ее... Что-то хочется. Она у нас сделать. получается подмороженная, да? Подмороженная, да. Чуть-чуть растаявшая. Ее да? даже мерзлую можно прям класть. Ага, ну и просто в духовку дольше отправлять. времени и все, да? Да, Да. ничего заморачиваться не надо. И для приготовления этого блюда нужна соль, курочка, ну и диван с телевизором, чтобы... Ну. во Поставил, время засек. Время засек и... Тем более смотришь сейчас духовки с таймером, да? можно смотреть свои любимые передачи. Так, Семен решил. Ну, я обычно вот убираю, вот, как сказать, Лишнее. шею, кончик крыла, потому что они бывают обычно после в течение приготовления около часа в духовке они сгорают. Кончики. Да. Я вот так ее, И гуску отрезаешь. да. Так. Семен отрезал самую вкусную часть. Он, наверное, сам себе оставляет. Вот я обычно убираю вот у живота лишнюю кожу, потому что как раз таки вот хотел сказать, что там может присутствовать вот эта Да, неприятная вещь. Ну да, Потрогай. не будем показывать. Ага. Неприятная вещь. Хорошо. Саш, у нас вторая традиция, которая у нас есть в передаче. Немножко, пожалуйста, визиточку. Расскажи, пожалуйста, о себе. Я тебя и предупреждал. Рубрика называется «Как я дошел до жизни такой». Ну, как я дошел до жизни такой? Ага. Я сам родился и вырос в Намском Улусе. Ага. Так. Грудкой вниз. Не-не-не. Наоборот, спинкой наоборот. вверх.
Ага. Так вот. И вот так вот я чуть-чуть еще засыпем. Матрасик, да? Да, матрасик. Даже А сверху тоже не надо. Она впитывает только вот так. А тут толстая грудка, она не Она будет? впитает. Да, всё. Питает, да? Питает. Держи салфеточку. Спасибо. И что, мы уже все можем заложить? Все, в принципе, считайте, блюдо готово. Ее надо отправлять Да. уже в духовку. Да-да-да, время, И через час она- время засекаем. Ну давай, закладывай тогда. В духовку отправляем на час, где-то 190 градусов ставим. Снизу можно, вот, давай, давай. Аккуратно, она уже разогрета. Все? Все. И Да, на и 190. да, температуру мы добавим. 185 давайте сделаем. Ага. Ой, не хочет. А, все, хочет. Да. Все, 185. Это лишнее мы убираем. Ну и тогда за разговорами, как говорится, да. В Намском Лусе мы на этом остановились. Родился и вырос в Намском Улусе, закончил первую Намскую среднюю школу, номер 1. М. Ну, что еще рассказать-то? С детства увлекался фотографиями. Когда в 90-х годах, когда появились первые видеокамеры, вот сразу начал снимать. Ну, то есть это все вот эти увлечения, которые есть, вот я не зря же назвал тебя человек-оркестр, да, это уже с детства, да? Это как влияние родителей было или как? Или ты сам просто такой, давай я, кажется, начну снимать или все такое? Ну, не знаю, но творческое начало, наверное, есть в крови. Потому Ага. что мой прадедушка, Ага. известный писатель Таллан Бюря, Сивцев Ага. Ефрем Степанович. Мгм. Ну, он есть в учебной литературе, его изучают в школах. Ну, значит, Он такая поэт, поэт. Да, семья интеллигентов, получается. Ну, получается, Ну, и это, да. Ну, и это семья как учителей. учителей, ну. Ну и вот с 90-х годов начал заниматься, увлекаться видеотворчеством, снимал разные передачи в Намском Улусе. В то время, помните, в каждом районе была Районная такая... студия, да. Работали районные студии, и в каждом районе показывали вот свой контент, так скажем. Ну да. По телевидению. Какие-то сюжеты, репортажи наверняка, да? И вот мой первый опыт где-то уже был в 93-94 годах. Мы уже снимали такие маленькие ролики, маленькие передачи, в основном ориентированные на молодежь. Сами тоже молодые были. Там рассказывали про музыкальные новости. И поэтому мы с ребятами покупали вот разные журналы, нам заказывали из Москвы там журналы, которые... Ну, чтобы быть поближе к Да, новостям. поближе к новостям. Какие... Там даже, чтобы идти вместе с миром, там, узнавать моду, да. Но всё равно, Музыку современную. да, музыка. Все равно надо было читать, с этим знакомиться. И вот всю информацию, которую мы черпали из этих газет, из журналов разных, делали из них передачи. Даже. Да, передачи и выпускали по намскому телевидению. Ага. И вот такой, с этих времен уже где-то с 6 класса, наверное, с 7-6 класса я вот начал увлекаться видео, начал снимать разные передачи. То есть ты по ту сторону экрана все это был, да? Ну, то есть ты снимал. Да. Или снимал. продюсировал, или актерствовал сам тоже. Не, снимал и снимался. Снимал, и Как, снимался даже. как ведущий тоже. Как Джеки Чан. Да. И сценарий тоже писал. Да, в качестве ведущего тоже. Ага. Потом в 9 классе, в 9 классе я проходил, маленькая стажировка у нас была, так скажем, телестудия у нас существовала в детском центре, и из этого детского центра меня отправили в лагерь, летний лагерь, Туймада назывался в то время. И в городе Якутске здесь, сейчас он, по-моему, Каландаршвили называется, да? Лагерь Каландаршвили. Лагерь Да, есть Каландаршвили. такой, да. Вот там По-Покровскому. нас учили уже специалисты, которые работают в телевидении, Ага. то есть с национальной вещательной компанией. Там учился азам операторского искусства, да. режиссерского, и дикторского. Там, и учили монтажу. Получилось же ты на собственном энтузиазме, да? Просто начал, а потом уже начал, скажем так, более-менее профессионально учить. Это как говорится, надо начать путь, а потом оно само уже Обрастаешь да, связями. обрастается, само приходит.
И после 9 класса я уже вот после этого лагеря меня взяли на работу в Намском Улусе. Мгм. В своем же детском центре Тюльбе. Мгм. Зинаида Тихонова, директор того центра, детского центра, она приняла меня на работу на полставки, 9-классника. Ну да, да. Руководителем... Потому что полная ставка же, ну, детям нельзя. по Ру- закону. Да. По идее. Да, по идее, да. И я уже с 9 класса получил трудовую книжку и работал руководителем детской студии. Запись Ви- трудовая. ви- Ну, ви- у тебя да. будет повышенная пенсия, значит. Ну, Когда-то. Когда-то. Но трудовой надеюсь, стаж же увеличивается, надеюсь, правильно? надеюсь. Ага. Ну вот там мы в основном вот начали, как сказать, баловаться, наверное. Ну. Как это еще можно назвать-то? Баловались. Мгм. Снимали разные передачи, снимали маленькие короткие фильмы даже иногда были. Ну, благо, скажем так, это была точка, откуда расти, да. Ну, ничего, скажем, не было. Реально же было такие времена, да, что можно было, ну, чуть ли не все, что угодно делать, правильно? Да, ну и плюс еще видеотворчество, оно было новое. в то Да, время, да, я и молодое, говорю, поэтому- новая, да, точка, Да. вот как бы старта была нулевая, И скажем. поэтому мы там, как лаборатория, скажем, Мгм, начали вот баловаться в этой Учились, лаборатории. экспериментировали. Да, экспериментировали. Мы сняли, по-моему, если не обманываю, первый анимационный фильм в республике мы сняли. Даже так. Да, Мгм. в Намском Улусе, в детском центре Тюльбе. Мгм. Из пластилина лепили вот маленьких человечков и вот камерой. Вот. Чук-чук-чук, да. Ага. Маленькое движение сделал, нажал кнопку, тут же отключил, потом Ага. дальше. Ну, это, конечно, это кропотливая, долгая работа, Ага. но у нас вот получались такие мультики. Потом нам всем понравилось. Копия осталась этого? Где она? А, Есть? ну, я давно не видел, у меня и есть где-то в архивах, Ага. но хотелось бы, возможно, тоже, там в детском центре тоже остались Мгм. копии этих мультиков. И один из анимационных фильмов наших, по-моему, он еще участвовал в каком-то в российском фестивале и там получил, по-моему, гран-при, если даже не ошибаюсь. Вот я не рассказал. После школы... Ну, у нас как-то мы с темы перескакиваем там, да. После Я школы- знаю, ты учился же еще специальное режиссерство. Вот это тоже нужно будет коснуться. Да, после школы я сразу поступил в Санкт-Петербургский университет кино и телевидения на специальность кинорежиссера. Учил С этого момента подробнее. поподробнее. Школу заканчиваешь, вчерашний выпускник. Вопроса никакого не стояло. Вот кино и все, да? Мгм. Нет, вопрос стоял. Я Ага. сразу хотел пойти учиться на тележурналиста. Мгм. Мечта моя была Мгм. в то время. Хотел поступить в то время ЯГУ, сейчас СУФУ. Мгм. Хотел поступить на тележурналистику. Мгм. Но в то время, как в 90-х годах, в 99-м, когда я оканчивал университет, пошла такая хорошая вот эта волна, когда создавались, так, не дайте соврать, департамент по прогнозированию и расстановке кадров. Подготовка кадров, да. Подготовка кадров. Матвей Васильевич. Ага, Матвей Васильевич. Да. Вот, Тоже коснулся этого я. да. И вот республика, она уже отправляла Целевые места были. да, целевые места Да, общагами предоставляли. молодых ребят, вот, окончивших школу, уже в центральные вузы. Даже в то время было легче поступить в центральный вуз, нежели чем Что, в да, ЕГУ. потому что целевые места были, ага. Мгм. И принципы поступления были совершенно другие. Да, Ну. и вот я поступил, кстати, экзамен сдавал здесь, в городе Да. Якутске. Да. из На Кирова. Да, да. Да, все знают. В Доме пионеров. Да, Дом пионеров, да. да. Дом детского творчества. ага. Приехали ректор и проректор университета кино и телевидения, Мгм. вот и они принимали экзамены. Мгм. Ну, так как у меня был такой за время учебы в школе такой нормальный накопленный багаж из фотографий, из передач, из этого, поэтому я конкурс творческий прошел сразу, На ура. на ура, Мгм. и там вопросов даже не было. Там, по-моему, были какие-то конкурсы на места, на одно место, по-моему, 16 человек, М. там мест было 5, по-моему. Мгм. Меня сразу без вопросов
Ну, зачислить. человек с опытом, конечно, да, стажировку проходил и все прочее. это Осознанно пришел. Ну, осознанно прошел. Осознанно пришел и поступил на тележурналиста. А, да? Да, тележурналист. Мы радуюсь, мечта сбылась. Думаю, да ладно, Сейчас пойду сейчас учиться. пойду, поучусь, приеду обратно и буду работать в национальной вещательной компании М. журналистом. Доезжаем до Санкт-Петербурга, и оказывается, что в этот год тележурналистов университет не принимал. И ректор и проректор, когда принимали здесь экзамены, они Немножко допустили косяк. да, Накладка произошла. накладка произошла. Ага. И вот мне там прямо на кафедре дали выбрать. Ага. Сказали, что, оказывается, тележурналистов нету, есть специальность либо телережиссер, либо кинорежиссер. Ага. Ну, там прям несколько секунд, да, минута, там, чтобы выбрать свою судьбу. Решай быстрее. Решай быстрее. И всё, ага, быстрее, быстрее. Или езжай домой. И вот стою и там думаю, а какое у нас это в республике-то? Ну, в то время кино много не снимали. Да, только начиналось. Да, только начиналось все. И я думаю, да ладно, если сейчас выберу кинорежиссер, то явно останусь в Якутии без работы. Ага. Выбрал телережиссера. Ладно, Да, с телережиссера еще как-то можно Да. на телеведущего На АНВК туда-сюда. быть рядом с телевышкой. Ага. Хорошо, взяли документы, приняли. Какая-то молодая особа меня провела до аудитории, заводит в аудиторию, она разговаривает с мастером, подходит ко мне и извиняется. Извини, Саша, переполнено. Теле тоже нету. Теле тоже Да нет. что такое? Такое? Так что придется вам Все-таки кино, да? все-таки кино. Ага. Ну, я как-то чуть-чуть огорчился, думаю, А что происходит? а, типа, да, а что делать-то? Выбора уже нету, Ага. придется учиться на кинорежиссера. Ага. Ну и вот так вот за несколько там, буквально за час, за полтора часа. Жизнь вот так да, дум-дум-дум-дум-дум, прям да? судьбу Туда-сюда. свою поставил, решил. И это выбора даже судьба не оставила. Ну. Прям дали мне конкретную эту, я уже до сих пор. Ну, сейчас, по прошествии времени, нисколечко не жалею. Что Да, ну благо, видишь, я не зря упомянул, что ты везунчик, да. Ну вот на твое счастье киноиндустрия резко начала развиваться, кино начали снимать сейчас, вот да, ты тоже непосредственный участник вот этого якутского кинопроцесса. Якутский же, не зря же говорят, Сахавут и все прочие, да. Но мы этого коснемся. Дальше что? Ну нет, вот сразу уже начал учиться. Еще такое маленькое, интересное событие, так скажем. Приводят меня, значит, в аудиторию, где сидят кинорежиссеры. Должно все происходить. Да. И вот молодая девушка, которая вот меня сопровождала, тоже заводит меня в Куратор. кабинет. Куратор, наверное, да? В аудиторию, там маленькая аудитория, и сидит там такой седовласый, такой усатый, какой-то большой человек, дяденька. Соловьев, И наверное, вся группа, вся аудитория тоже в основном возрастная, так скажем. Там ни одного. Я, кстати, окончил школу в 16 лет. Мгм. Рано. Пацан. Да, я в 6 лет пошел в школу, Ага. то есть практически 5. Ну. В августе мне исполняется в 6, и я А, в сентябре сразу в школу. Ага. Заканчиваю в 16 лет, и в Питере, вот когда завели меня в эту аудиторию, оказывается, там мастером кинорежиссеров, курса кинорежиссеров был Игорь Федорович Масленников. Мгм. Ну, он известный режиссер советского кино, российского кино. Я слышал, по-моему. про него. Шерлок Холмс, Ну. Зимняя вишня, ну это мэтр. Ну, это вообще вот так. Шерлок Холмс, лучший Шерлок Холмс в мире считается. Лучший Шерлок Холмс. В мире считается. До Ага. сих пор. И вот он тоже был очень удивлен, когда меня завели в Такой, аудиторию. мальчик, вы к кому типа? Чуть ли не так, да? Прыщавый, Да, да, маленький но- мальчик. Тем более Якутии, где вообще В про кино белом- никто не слышал. В белом костюме, у меня какие-то еще крапинки были. Одел костюм, который на выпускной одевал у себя в школе. Ага. Белый-белый, еще блестящие крапинки.
Заводит в аудиторию, а там все какая-то творческая атмосфера. Там дяденьки, тетеньки сидят там. По-моему, 12... Он набрал себе, Масленников набрал себе курс из 12 студентов. В основном тех, кто уже созрел, который знает, что такое жизнь. Да. Ну, в полях бывали, по крайней мере, помощником режиссера где-то что-то работали, да? Тексты, может быть, писали. Уже зрелые Да. личности, так скажем, которых надо просто направить, да? Чуть-чуть, практически уже бриллианты, чуть-чуть наточить и все, да? Да. И вот он был очень удивлен, увидев меня. Это что такое? Это кто такой? Я тогда еще такой, ну... Страшно стало? Да, конечно, страшно. Из деревни вот только приехал. Я не то, что Санкт-Петербург там знал, я вообще в городе даже ориентироваться не мог. Тут заезжали с родителями только по сентябрям, когда вот... На школьный базар. На школьный базар. И вот... И тогда он мне сказал, что дали мне 1 год на проявление себя. Ну, испытательный срок. Если в течение года не проявишь, то в следующем году с вами распрощаемся. Конкретно увы, сказали, да. Ну и вот, благополучно, 5 лет отучился и очень хорошо. Проявил. А как удалось-то? Что, на твой взгляд, 16-летний вчерашний выпускник мог такого представить такому человеку, что трудолюбие, что там? Ну, конечно, трудолюбие. Кубиком, ага. Маленьким, да? Конечно, трудолюбие. Ага. Ну, я всегда, у меня творческий процесс, для меня это очень самое интересное, вот это, именно процесс. Ну, наверняка это с самого начала, поставить себя на место Масленникова, да, вчерашний реально мальчик какой-то, который, я не знаю, чем он занимается, откуда он, какой опыт, да. Ну, то есть все равно же скептически относишься. Конечно. Да. То есть тебе еще хорошо, что тебе отворот-поворот не дали, да? Ну, еще не только это мальчик, но еще и из Крайнего Севера. Из Крайнего Севера, где кино вообще, там что, кино снимают, что ли, Якутия? Ну и в конце концов, по окончанию университета я стал любимчиком. Даже так? Игоря Федоровича Масленникова. Ну, снимали, он проводил такие, как скажем, специально, чтобы было интересно работать и чтобы процесс шел как-то в конкурентной среде, он специально каждый год проводил такие эти конкурсы. Задания специальные. Каждому разу задание, видимо. Вот снимите маленький короткометражный фильм, лучший фильм получит там денежное вознаграждение. И он из своего кармана там... Чуть-чуть, да, но все равно. Чуть-чуть, там неплохая сумма была. Ощутимо, да? Для студента, да. Для студента ощутимо. Ну и вот я практически каждый год выигрывал. Да, выигрывал. Ну, нас было 2, мы с Артемом Антоновым. Сейчас Артем, одногруппник мой, остался в этом же университете и сейчас уже заведует кафедрой режиссуры. Ну и вот после 1-го года, когда вот приехал на летние каникулы, сразу поехал, устроился в Сахафильм у нас, на практику. И уже начал знакомиться с якутским кино. Сивцев был? Сивцев Степан Ефремович. Степан Николаевич. Степан Николаевич Сивцев. Он меня взял на работу, и там тоже вот во время летних каникулов мы знакомились с якутским кинематографом. И в то время уже начали сниматься фильмы разные. Да. Познакомился с Никитой Ржаковым, тогда тоже я был молодой. Они в то время снимали фильм «Черная маска». Харамаска, да. Видели? Да, конечно. С Колодко в главной роли. Никита Ржаков, режиссер-постановщик. Они уже заканчивали эту картину, а я вот пришел и помог с ним, сам попрактиковался в монтаже. Я в этом фильме участвовал в качестве монтажера. Режиссер монтажа, да, либо монтажер. Кеша Амосов работал оператором-постановщиком. Кстати, Кеша Амосов и Эдуард Новиков, они тоже учились в нашем университете кино и телевидения. Когда мы поступили на 1-й курс, они
уже практически заканчивали. М. Поэтому, когда когда мы только поступили, они уже начали работать в Сахафильме, уже как-то поднимать, так скажем, якутское кино. Мы уже потом подключились после окончания. Ну, и вот летом, каждое лето приезжал и работал в Сахафильме, практиковался. В то время снимали вот «Черная маска», я поработал, и еще работал в проекте «Журавли над Ильменем» М. у Никиты Аржакова, но уже в качестве ассистента режиссера. Даже. Да, 17-летний. То есть 18-летний. карьера пошла вверх. Ну, если- Вроде как бы студент, а уже там дык-дык-дык участвовал. да? Ну да, участвовал в проектах. Очень хорошо познакомился тогда с Никитой Ржаковым. Ну, конечно, со знакомством культуры, со знакомством, ага, со знакомством якутского кинематографа, конечно, первые шаги и познакомил Никита ага. Аржаков. Мы с ним общались, и до сих пор у нас очень теплые, хорошие, дружеские отношения. Крайняя картина, в которой мы работали, это сейчас Тыгын Дархан, Мгм. который вот 2 года назад мы презентовали. И он до сих пор живет, так скажем, фестивальной жизнью. По-моему, когда фильм вышел в прокат, тогда бушевала пандемия, коронавирус и так далее, поэтому очень много зрителей не посмотрели этот фильм. М. Поэтому еще ведется работа по презентации, по показу этого фильма. Даже так. Да. А в Тыгын-Дархане ты в качестве кого работал? В Тыгын Дархане уже в качестве второго режиссера. Второго режиссера. Потому что же так пишут, ну я по титрам знаю, я, скажем так, не слишком близко знаком вообще с кухней, да, но бывает же главный режиссер, потом режиссер, помощник режиссера, так дык-дык-дык-дык, фильмы, это вообще очень много режиссеров. Думаю, а зачем так много режиссеров, чего они делают? Режиссер по работе с актерами, режиссер Ага. там по... Подготавливают актеров там, да? Да, Ага. да. Ну, я второй режиссер, в основном мы с Никитой Никентьевичем по творческой части Мгм. придумывали сцены, Мгм. разрабатывали. И основная моя работа второго режиссера – это подготовка съемочной группы, локации, там, где все будет происходить. Работа с художниками, работа с операторами, работа со звуковиками лежала на моих плечах. Ну, подготовить. Я всеми способами упрощал жизнь режиссеру-постановщику. Главному режиссеру. Да, главному режиссеру. Чтобы он пришел, сказал Да. мотор. и Мотор, ну и чтобы занимался только творчеством. Ага. Когда приходят, я уже практически всю сцену тоже поставил. Ага. Он уже приходит и занимается чисто творчеством, корректирует, ставит. В эти времена, где-то 2004-2005 года, снял еще сам тоже короткометражные юмористические, так скажем, ленты. Проба пера. Проба пера для детей. Назывался «Мяник». Ну, как «Ералаш». Детский юмористический журнал. То есть при Сахафильме, да? При получается? Сахафильме. Ага. Да. Ребята, собрались ребята, уже выпускники, выпустили тоже, и, по-моему, сейчас тоже можно посмотреть, найти на сайтах Сахафильма. Потом началась уже большая эпопея. Кстати, когда мы учились в университете кино и телевидения, из нашей республики готовилось специалистов где-то 70 человек. Нас было 70. Там были и продюсеры, и операторы. Режиссеров было мало кинорежиссеров. Кстати, мне повезло то, что судьба мне подбросила. Не подбросила, а лопнула. Ну как-то так получилось. На кинорежиссера, да, только осталось место. Но. И оказывается, кинорежиссер это самое высокооплачиваемое. Ну, высокооплачиваемый и самый ответственный, мне кажется. Да, и ответственный. Когда же Оскар вручают режиссеру, дают обычно самый главный роль. Да? И вот после окончания университета я уже приехал и устроился на работу в Сахафильм. Там проработал где-то 2 года. Участвовал во множестве проектах, там, документальных,
Мы снимали в основном... Ну, тогда уже все пошло уже практически на Да, поток. по Очень заказу много. правительства там делали много документальных фильмов, фильмов очерков, там фильмов портреты снимали. И все, наверное, помнят, начался такая большая эпопея большого кино. Это первый наш якутский опыт. Это, режиссер, в то время министр культуры и духовности Андрей Савич Савич, да. Борисов Чингисхан. начал фильм, художественный фильм «По велению Чингисхана», Ну, «По велению по роману Николая Алексеевича Лугинова. Мгм. Ну и мне очень повезло, как-то я тоже сразу, конечно, когда такое мероприятие происходит, я должен быть рядом, где у меня цель была попасть на этот кинопроект. Ну и, конечно, без вопросов меня взяли. Мгм. Сперва я тоже устроился как монтажер Мгм. в этом фильме, но уже проработав там где-то полгода, познакомившись с Андреем Савичем, с группой, с командой, меня повысили до должности режиссера, М. ассистент режиссер. Мгм. Ну вот с Андреем Савичем мы сколько? Сейчас уже как-то время чуть-чуть много прошло. Даже трудновато вспомнить. Ну, мы картину снимали 4 года. Да. Делали 4 года. Вот это? Это для сервировки курочки. Ага. Зелень тоже. Ага, извините, тоже. Вот это салат Ну, так, да? Салат так, чуть-чуть майонеза добавили. Ага. Ну и вот, благодаря этому фильму «Чингисхан» я познакомился с культурой не только якутской, но в основном с культурой Средней Азии, так Мгм. скажем. Проездил все вот эти места, всю Среднюю Азию, Монголию, Бурятию, Туву, Хакасию, Алтай. Не просто ездил, но там прям жил на съемках. В Туве я почти год прожил. Мгм. Ну там приезжал, уезжал там. Ну, то есть два- это связано с работой. связано с- Пока ну, это съемки, пока да, это все шло. съемки. Ну, я как режиссер, мы не только присутствовали на съемках, мы еще при подготовке. Мгм. При подготовке съемок там договаривались с разными администрациями с наверняка, да. администрациями, с Да, разными выбор локаций, объектами, да, да, да. локаций. Ну, я плюс представляю себе, да, насколько это вот много это чего. кропотливая Тем более в такой работа. масштабный проект. ага. Мгм. Там наработка связей. И у нас не просто съемки, но у меня очень тогда родился такой интерес к истории. М. Я очень увлекся изучением истории. Мгм. Во все места, где мы были, я посещал музеи, Мгм. все знакомился. Мне было очень интересно то, что среднеазиатская культура очень похожа на культуру якутов. Ну да, мы Да, же народа все равно Саха. же откуда-то с Алтая пришли. Да. А в то время, помните, в 2004-90-х годах были очень такие, ну, очень много гипотез, откуда произошли якуты. И Ну да. конкретно каких-то фактов и конкретных Нету, да. историй не было. И, До сих пор по-моему, споры идут. До сих пор споры идут, но сейчас-то уже понятно, откуда мы. И, Да, но главенствующее, что мы пришли где-то оттуда. Ага. Да, и вот тогда я начал изучать глубоко культуру, там, пазырыкскую культуру, скифскую культуру, хунскую культуру, М. которые древнее, чем Я к своему стыду вообще ничего не знаю об этом. Да, ну и вот мне было очень интересно сталкиваться с этими, с археологическими раскопками, которые вот. Мне очень интересно, вот когда бродил по музеям Средней Азии, находил вот разные, как сказать, экспонаты, которые очень похожи на наши экспонаты, Да, кстати, которые есть. выставлены на нашем музее Ярославском. Это, оказывается, скифская культура, пазырыкская культура. Ну, вот так. И начал вот, изучать, так скажем, историю не только по музеям, разная литература у меня появилась уже по древним культурам, так скажем. И потом так судьба тоже так все это сложила, что при изучении вот этой
культуры Средней Азии, и истории и культуры Средней Азии у меня родился очень такой интерес к своей культуре, Мгм. народу Саха. Мгм. Ну, кто мы такие? Вот я тут столько материала перелопатил, столько пересмотрел своими этими глазами, что мне вообще родился такой интерес. И опять же, отвечая на этот вопрос, Тевикедлы, проект Тыгандархан. Мгм. Вот крайний проект с Никитой Эржиком. Ну, я тоже чуть-чуть перепрыгну время. Да-да-да. Ага. И вот я очень тогда уже тесно столкнулся с историей якутской культуры, изучали практически все музеи, объездили вот по республике нашей. Но когда начинали фильм «Тыгандархан», самое то, что было очень мало этих материала было очень мало. Ну, книга. Не только книги, но Ну, и по, книга есть, да, книга есть, дополнительного и по, нету, по, да. по одежде. Ну, в книге-то Да. написано литературно, Ага. по роману. В романе написано литературно, а в кино-то надо показать По-другому чуть-чуть, да. до может. иголочки, да, Ага. до пуговки. Когда строится кадр, там у тебя, чтобы это было достоверно, чтобы... Да, как называется, исторический консультант. Да, консультант по истории. чтобы была историческая достоверность, там Ага. ничего не нужно. Каждый кадр, каждый уголок вот твоего экрана, он должен быть продуман. Не дай бог где-нибудь смартфон засветится. Да. Бывают же такие. Смартфон, кроссовки, там, Да, да, что-нибудь засветится. ага. зубы золотые. Да, такие тренировочные штаны спортивные, да, ну, условно. ага. Так, И ну вот- ладно. Ага. Так. Так, друзья, мы взяли немножко паузы. Курочка у нас большая, хотя она и цыпленок, да? Вот, немножко паузы взяли, эфирное время нас позволяет. Ну и решили, что она у нас готова. Так, упаковку открою. Ну, господа, прошу любить и жаловать. Курочка самая простая, Да, да. ничего не надо. Только килограмм соли, курочка, положили, даже мерзлую можно Ну положить. что, да, мы уже практически не успеваем. Давайте да, Ну я просто от себя вот кольца лука добавил, немножко Ага. розмарина для аромата. И для аромата, да? Да, Ну, можно и не добавлять. да. Держи. Вот это и, пожалуйста, мне нужно вот щипцы. Щипцы. Держи. Порежу. О, корочка появилась. Хрк. Сока у нас много. Ага. Хрустящая штука. Что у нас там получилось? Мяско белое, белое, нежное, нежное. Так вот, и не дорассказал. Так, опомнился Саша. Ага. Как вот закончил учебу, до сих пор работаю, тружусь в кино. В свободное время занимаюсь пением, пою. Ну Вот, и- вот, обязательно, да. Мы сейчас специально дам Саше тебе слово. Обязательно, тем более ты с гитарой пришел. Как говорится, только из уважения это. Обязательно споешь. Ну, обязательно, обязательно. Ну и сейчас вот с женой работаем по договору национальной вещательной компании, так скажем, мечта детства сбылась. Но не зря учился на Не зря. телевизионщике. Да, и вот хотел же стать тележурналистом, и вот Ага. сейчас тоже работаю в качестве ведущего на национальной вещательной Ну, компании. мы с тобой У нас, коллеги. ага. да, передача ЭИГ. Тоже можете посмотреть в Ютубе. Если наберете ЭИГ, то сразу выскочит наша передача. Плюс, помимо этого, Ты еще радиоведущий. еще вот с прошлого года, с октября месяца, тоже работаю на радио. Радио это Тим. Я Мгм. музыкальный ведущий, Ну, радиоведущий музыкального Как канала. вначале я и сказал, реально человек-оркестр. Столько талантов, да? Ну, я так не считаю. Да? Ну, ты, кроме того, что талантливый, еще и скромный получается. Ну, наверное. Ага. Но у меня всегда такое чувство, когда вот, например, вот тогда, когда я поступил, да, на учебу, когда меня вот мастер принял, после того, когда снимал фильмы, когда меня брали ассистентом режиссера, вторым режиссером, такого молодого, так скажем, парня, Мгм. я всегда это беру как
воспринимаю как аванс. М. Не, и наоборот, это мне наоборот дает еще силы. И каждый- За такое доверие, ну, нужно мне еще. да, Типа- да, Типа такого. должен еще Да, да. больше работать, лучше работать. И вот, по-моему, Так, все ну, здорово. Держи. Господа, я вот напомню, салат может быть очень простой, просто летний помидор и огуречек, лук, ну, кому как нравится, да. Ну и курочка, тоже самая простая. Ну что, приятного аппетита нам, Саша. Давайте. Приятного аппетита, Приятного Петр. аппетита. Приятного аппетита, Семен. Ну что, как вам по соли? Здорово. Не слишком соленые? Ну, это вообще как будто соли даже чуть-чуть хочется добавить. Вот она вот впитывает столько, сколько надо. Ни много, ни мало. Ну что ж, друзья, мы можем, конечно, стоять бесконечно так кушать, потому что реально очень просто вкусно получилось. Курочки у нас еще много, мы за эфир уйдем, обязательно все это докушаем. А я еще раз скажу, у нас в гостях был Александр Лукин. Александр, в конце у нас тоже такая традиция есть добрая, да, пожелания для наших телезрителей. Ну и, я думаю, передачу закончим небольшой музыкальной паузой, да? Музыкальным приветствием. Хорошо. Всем желаю счастья. Главное, ребята, надо дорожить тем, что есть. Вот обычно мы в этих в попыхах сегодняшнего дня забываем о реальности. Господа, существуйте, живите тем, что есть. Радуйтесь от того, что день вам дарит. Самое, конечно, лучшее это когда рядом близкие люди, семья, дети. Ну и вот в этом и есть счастье, я так думаю. Ну и на да. этой высокой ноте разрешите. Какую песню спеть? Какую хотите? Но это уже на твое усмотрение. Что-то я Да. быстренько. Здорово, здорово, да, люди поют, а мы стоим и кушаем. Да, очень отлично. Приятного аппетита. Taptigen migen bile ben Taptirgen aktargen etirgen bile ben Спасибо. Спасибо за приглашение. Спасибо тебе. Так, на этом передачу мы потихоньку заканчиваем. Александр Лукин, Семен Тарбахов, Петр Цыпандин. Программа «Просто вкусно». Будьте здоровы, друзья, мирного неба над головой. Ну и реально, кушайте всегда просто и вкусно.